белорусы сражаются за свою свободу. Они выходят с мирным протестом против силовиков, которые день ото дня их избивают. Но они все еще и каждый день выходят мирно. И я благодарен, я безумно благодарен каждому из вас за то, что вы пришли сюда сегодня. Це не просто акція, це не просто мітинг. Це в першу чергу показати про те, що ми солідарні з білорусами. Свобода! 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 Дякую українцям, які прийшли нас підтримати у нашій боротьбі. Ми вам вдячні за солідарність і так само за гостинність, оскільки ми тут, на українській землі, зараз змагаємося за білоруську проблему, за білоруську волю. Слава Україні! Живе Беларусь! Дякую вам всім! Я когда приехал в Беларусь, я поразился. Они не такие, как мы, они не такие, как украинцы, они не такие, как русские. Они вообще другие, они сами по себе. Это люди, у которых нету градиентов. Это белые и черные. У них они без какого-то лукавства, без какой-то подлянки. Ты для них либо хороший человек, либо плохой человек. У них нету вот этого какой-то хитрости, какое-то, как вот это слово такое. Ну, в общем, они настолько прямые, особенно в глубинка белорусская. Там просто замечательные люди. То есть, если ты хороший человек, они к тебе будут настолько хорошо. Если ты плохой, они тебе в лицо скажут, ты мудак, понимаешь? Вот и все. Такого я нигде не видел. Кто-то юлит, кто-то где-то там, только не белорусы. Мы хотим сделать все по-честному. Пускай наши голоса честно посчитают, пускай нас не бьет ОМОН, пускай, ну, не знаю, наши власти пойдут нам навстречу. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы все проходило мирно. Вот как здесь, как сейчас в Минске. Нам очень хочется, чтобы привлечь внимание общественности и украинцев тоже, что вы тоже такое прошли, помогите нам сейчас. Лукашенко говорит, что нас кто-то поддерживает за рубежа, что нас кто-то спонсирует. Никто нас не спонсирует. Мы просто хотим, чтобы этот человек ушел. Нам необходимо, чтобы люди из других стран, особенно из Украины, вы рядом, будьте с нами, помогите нам. Когда вот эти пошли все события с выборами, да, когда перед этим, ну, было понятно, что его даже батька никто не называет, он уже давно не батька, он уже... И когда появилась вот эта вот цифра, 80%, ну, ребята, это было просто, просто слов нету. Как такая наглость была, что... Если бы хотя бы мозг был у человека, уже бы нарисовался хотя бы там 53-54. И что вы хотите, чтобы народ... Конечно, народ вышел. Це ми стоїмо за те, щоб Зеленський навіть під дулом пістолета, хто б йому там не погрожував, хоч там терорист чи хто завгодно, щоб він в жодному разі не визнавав виборів, не визнавав результатів виборів, які відбулись у Білорусі 9 серпня. В жодному! Я думаю, что белорусы достаточно спокойные и толерантные люди, но наступает момент такой, знаете, как точки кипения. Вот они терпели 26 лет, и сегодня просто есть вещи, с которыми они не готовы мириться. И акции протеста показали, что белорусы не менее активны, чем украинцы в своих протестных акциях, а может быть даже и более активные. Потому что сегодня, в отличие, например, от Украины, в Беларуси очень мало организаторов, ну, то есть, такие, чтобы превратили эти протесты в систему, но при этом протесты продолжаются, и при этом они не утихают. Это означает, что очень сильно действительно народное недовольство, которое не политики его сформировали искусственно, а которое объективно сформировалось из-за ситуации в стране. И это означает, что подавить его так просто будет достаточно сложно, оно будет продолжаться. То есть эта точка кипения находила, ну, скажем так, доходила до нее очень долго, и теперь очень долго придется либо понизить градус, либо привести к реальным изменениям. Мне кажется, что белорусы нуждаются в поддержке обычных людей из других стран. И мне кажется, что это очень важно, понимать, что ты не один в этой борьбе, что другие люди, другие страны тебя поддерживают. Я надеюсь, что у них все закончится победой белорусов, мирной победой, что не будет больше смертей. Дуже важливо показувати білорусам, що вони не самі, що їх підтримують. Для белорусов очень важно сегодня, вот, когда они стали на тропу этих восстаний, этих протестных акций, посмотреть на пример Украины. Почему так получилось? Они должны понимать, что их соседи русские, они тоже будут смотреть на них, как на лакомый кусок.
и их соседи с другой стороны. То есть как только они ослабятся, у них могут быть какие-то потери. Поэтому они должны очень четко различить, что им нужно сменить Лукашенко, но оставить целостность Белоруссии, оставить страну процветающей и просто повести ее другим путем. Ни в коем случае не должно быть на чаше весов смена Лукашенко равно любым другим последствиям. То есть цель не оправдывает все средства. И пример Украины для них должен быть очень показательным. Білоруси хочуть жити окремо. На великий жаль, Україна ведає по своїй історії, що у нас є агресивний сусід, який не дає нам жити окремо. Сусід, який з сходу лізе у наші справи і забиває наших людей. І сьогодні у Білорусі йде змагання навіть не поміж Лукашенком і його народом. Зараз у Білорусі йде змагання поміж Путіним і білоруським народом. І людей на вулицях Білорусі забиває Путін. Є вже докази того, що на вулицях білоруських городів діє російський спецназ. Тому що білоруський спецназ складывал свои щиты на землю, выкликали допомогу с Москвы. И непонятно, откуда берутся вот эти уроды, которые били, издевались, ну, садисты буквально. Как в одном народе может образоваться и вот эти чистейшие люди, именно чистые душой, чистые помыслами, с лицами, на которых просто написано интеллект, доброта, разум. И вот эти уроды, которые избивали, притом видно, что получали от этого невероятное удовольствие. Этот тиран убивает мой народ прямо сейчас. Стоит посмотреть буквально на ужасающие кадры того, что приходит нам с Окрестина, с этих пыточных камер, где в камере на 4 человека содержится, по разным сведениям, от 20 до 50 человек. И они могут там только стоять, где их морят голодом целыми сутками. Именно поэтому я здесь. Действия Беркута в Украине в 2014 году, действия ОМОНа в Белоруссии – это как отголоски вот той тоталитарной системы еще Советского Союза, когда все силовые ведомства были поставлены на службу так называемого государства, и хотя в Конституции было провозглашено, что высший руководящий, да, и основной составляющей власти в стране есть народ, к сожалению, мы видим, что с помощью карательной системы это все можно попрать, нарушить, разрушить, безнаказанно издеваясь над своими же согражданами. ОМОНовцы получили точечный, жесткий, конкретный приказ разгонять, подавлять, возможно, даже уничтожать. И, естественно, они боятся тоже за свои рабочие места, за свои, наверное, жизни, потому что у них перед глазами пример Беркута украинского, которого просто стерли после событий на Майдане. И они тоже люди, по-своему они боятся за свои шкуры. И отсюда и эта жестокость. Очевидно, они решили на корню просто подавить все проявления восстания, весь этот бунт, как они считают. Хотя они тоже же часть этого народа. И народ, общий этот организм белорусский, он ведь хочет хорошей жизни, в том числе и для ОМОНовцев. Спрашивают меня, вот почему, когда у нас были события, белорусы там никак в этом не участвовали, никак не выражали. Кто вам такое сказал? По большому счету, я тогда сидел, постоянно в сети, мне мои друзья, которых я думать забыл, начали писать в Viber,
что у вас происходит, как у вас дела, беги себя, там, ты давай там, вот. То есть, в принципе, даже при всем при том, что пропаганда работала российская, в том числе и на белорусском полу, белорусы любят украинцев. И помогают, и даже говорят, воевали на нашей стороне. Об этом мало говорят, потому что никто, тем же белорусам, наверное, вряд ли он признается, что он воевал на стороне Украины. Но воевали. Білоруси неодноразово допомагали нам в протистоянні за нашу незалежність з російським окупантом. Не один білорус воює за нашу незалежність. В першу чергу потрібно згадати Майдан, де Жизнєвський, один із перших, хто загинув за нашу незалежність. Разом з Білоруссю вибудовується фронт протистояння з Росією, який є союзний для нас. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Участвуя в войне, я находился в рядах полка Азов. У нас большое количество добровольцев, людей, которые приехали нам помогать из Белоруссии, которые плечом к плечу помогают нам сохранить независимость нашей страны, знают, на что они идут, знают ради чего, делают это со спокойной совестью, с чистой душой, с ясными помыслами. Плечом к плечу переносят все тяготы и лишения, плечом к плечу получают ранения. И так же, как наши герои, отдают самое дорогое, что у них есть, это жизнь. Сьогоднішній наш марш солідарності з Білорусі починається до помника Героя України Михася Жизневського. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Слава! 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 Я веру в перемогу України. Я веру в перемогу Білорусі. Бо це буде агульна перемога. Михай Жизневський, який ще був неповногодовий, вимушений був, збігши з Білорусі, тому що Білоруссю керує банда. Інша банда хотіла захопити Україну. І він віддав за Україну своє життя. Але народився він в Білорусі. Похований він в Білорусі. Сегодня значительный праздник, праздник для всего православного мира, Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня третий Спас. Хочу пожелать, чтобы Богородица своим покровом защитила белорусский народ. Мы всегда были едины. Во время Великого княжества Литовского, это была часть Великого княжества, когда мы были едины, мы были непобедимы. Мы видим в белорусском народе братский народ, который будет рассматривать Украину как свободное государство, как символ воли. Мы дали пример, как действительно с помощью Майдана можно менять свою жизнь, менять направление страны. Когда побеждает народ, к сожалению, государство ослаблено. И в этом ослабленном государстве я хочу предостеречь: берегите свою страну белорусы, потому что ослабленная мама Украина, не надеясь на то, что можно получить подлый удар от тех, которые называли себя когда-то нашими братьями, у нас взяли и подло отобрали часть Украины. Люди на Донбассе, они получили еще большую нищету от тех негодяев, которые кичатся, что дают якобы благотворительную помощь. На самом деле шлют боевикам, своим наемникам, шлют оружие через эти благотворительные помощи. И поэтому, братья белорусы, берегитесь той лисы, которая хочет попасть в ваш курятник. Пісню «Тече вода в ярок» ми, гурт «ЮКІС», хочемо подарувати білорусам, тому що ми переживаємо як за себе, це рідні нам люди, і це болісно все споглядати. Ми бажаємо їм всього найкращого, щоб все у них вийшло, і щоб вони з цієї м'ясорубки, котра намічається, все-таки якось проскочили у хороше, світле, продуктивне майбутнє. Все равно победит Беларусь. Победит народ. Я не знаю, куда будет убегать батька этот, точнее уже не батька, действительно, таракан, мудак, короче. Вот. А за ним, наверное, Путин пойдет. По логике вещей. Тече вода в ярок,
собачку занесло. Водачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Очі мої чорні, очі мої чорні, чого ж ви косите? Бо я тут нема, бо я тут нема, кого ви любите.